Здравствуйте! Вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. В Иглинском районе в результате массовой аварии погиб водитель грузовика. В Туймазинском районе в столкновении с КАМАЗом погиб водитель легкового автомобиля. В Бишбулякском районе в ДТП оборвались жизни сразу двух пешеходов. Пресс-конференция в Стерлитамаке «Детство без опасности». Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Иглинском районе на 1537-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск 44-летний житель Дуванского района за рулем грузовика КАМАЗ на участке, где проводились ремонтные работы, совершил наезд на остановившийся битумовоз ДАФ под управлением 41-летнего жителя Орловской области. От удара последний совершил наезд на впереди стоящий Ford Focus. Тот, в свою очередь, наехал на припаркованные УАЗ и Hyundai. В результате аварии водитель КАМАЗа скончался на месте происшествия. В Туймазинском районе на 1301-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск 34-летний житель Самарской области, двигаясь за рулем автомобиля ВАЗ-21099 в направлении Уфы, допустил столкновение с попутным грузовиком КАМАЗ, за рулем которого находился 41-летний житель Удмуртии. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. На улице Иванова районного центра Бишбулякского района неустановленный водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на двух пешеходов, после чего опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия двое мужчин на вид 40-45 лет скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель с места ДТП скрылся, ведутся его поиски. В Уфе на улице Гагарина 41-летний местный житель за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на 9-летнего мальчика, катавшегося во дворе на самокате. В результате аварии ученик 3-го класса обратился за медицинской помощью. В Уфе на улице Кольцевая неустановленный водитель совершил наезд на 9-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу недалеко от своей школы. Водитель скрылся с места ДТП. Ученик 3-го класса с травмами был доставлен в больницу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель был установлен и задержан. Им оказался 52-летний уфимец за рулем автомобиля ВАЗ-2115. Известно, что на момент задержания он был в нетрезвом состоянии. За оставление места ДТП ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток. За употребление алкоголя после ДТП ему также грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Также в столице республики в вечернее время вблизи остановки общественного транспорта «Госцирк» 59-летний мужчина за рулем автомобиля Nissan X-Trail, двигаясь по проспекту Октября, допустил наезд на мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте. По информации пресс-службы ГИБДД Республики Башкортостан, пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. В Уфимском районе на 28-м километре автодороги Уфа-Оренбург 32-летний житель города Салават за рулем автомобиля ВАЗ-21102 допустил наезд на 40-летнего жителя Архангельского района, который перебегал дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте. На дорогах республики почти на 34% возросло количество аварий по собственной неосторожности детей. С наступлением осени световой день сократился, поэтому республиканская госавтоинспекция напоминает о необходимости ношения световозвращающих элементов на детской одежде. Это может значительно снизить детский травматизм на дорогах. Световозвращающие элементы позволяют лучше заметить ребенка, если на улице темно, пасмурная или дождливая погода. Применение пешеходами таких изделий более чем в 6 раз снижает риск наезда на них. Происходит это из-за того, что водитель обнаруживает пешехода, имеющего световозвращатели, со значительно большего расстояния вместо 30 метров, со 150 метров, а при движении с дальним светом водитель видит пешехода уже на расстоянии 400 метров. Поэтому, уважаемые родители, рекомендуем приобрести светоотражающие элементы для своих детей в целях предотвращения их дорожно-транспортного травматизма. В
Уфе на улице братьев Кадамцевых произошло ДТП с участием автомобиля «Лада Веста» службы такси под управлением 42-летнего местного жителя и стоящей Kia Optima, за рулем которого находился также проживающий в Уфе 28-летний лейтенант полиции, сотрудник городского полка ДПС, который находился не на службе и без форменного обмундирования. Во время разбирательства между участниками ДТП произошел конфликт, в ходе которого водитель «Лады» и его 38-летний пассажир напали на водителя иномарки. Таксист ударил ножом своего оппонента. Очевидцы в лице двух мужчин пытались помешать этому. Но разъяренный водитель такси нанес ножевые ранения одному из них – 29-летнему жителю Иглинского района. Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение больницы. Прибывшая на место следственно-оперативная группа задержала водителя «Лады» и его пассажира, а также изъяла орудие преступления. Установлено, что злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также установлено, что он и его пассажир ранее судимы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Двое раненых мужчин были доставлены в больницу, и сейчас им оказывается медицинская помощь. Прибывшие полицейские задержали нападавших. Это двое уфимцев, ранее неоднократно судимые, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством. Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело. В Стерлитамаке состоялась пресс-конференция, посвященная открытию на базе городской клинической больницы номер 1 образовательной программы для родителей «Детство без опасности», обучающей правилам перевозки детей в автомобиле. Проект реализуется в соответствии с указом президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федеральным проектом «Безопасность дорожного движения». В пресс-конференции приняли участие временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД МВД по Республике Башкортостан Владимир Севастьянов, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Булушев, заместитель главного врача детской больницы города Стерлитамак Наталья Карпунина, главный врач городской больницы номер 1 Андрей Палтусов, руководитель проекта «Детство без опасности» от экспертного центра движения безопасности Кристина Ляпистова. Сотрудниками госавтоинспекции ежедневно проводится масштабная профилактическая работа по выявлению нарушений правил перевозки детей. В этом году составлено более 13 тысяч административных материалов. Ежедневно выявляется более 50 нарушений. Все присутствующие выразили понимание значимости конечного результата данного проекта – формирование точного представления обо всех видах опасностей, возникающих при перевозке детей, то есть повышение уровня осознанности правомерного поведения взрослых, перевозящих в своем автомобиле самое дорогое, что есть в жизни – детей. Теперь зарегистрировать свое транспортное средство можно не только в отделении ГИБДД, что находится по адресу город Уфа, проспект Октября, 147, но и в многофункциональном центре, расположенном в торговом центре «Аркада» по улице Губайдуллина, 6. Центр работает со вторника по субботу с 10 утра до 5 часов вечера без перерыва на обед. Все проверочные мероприятия по осмотру легкового автомобиля или мотоцикла проводятся сотрудниками ГИБДД на специализированной площадке торгового центра. В офисе МПЦ оформляются документы с присвоением государственных регистрационных знаков транспортному средству. Отсутствие очередей делает процедуру предоставления госуслуги максимально быстрой и удобной для граждан. В нашем магазине большой ассортимент автозапчастей. Более 2000 позиций, применяемых для автомобилей ПАЗ, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и легковых иномарок. Мы открыты для вас ежедневно и без выходных. Присылайте свои видео в нашу группу ВКонтакте на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Будьте предельно внимательными на дорогах, берегите себя.